Ну тут взрослые. А я была, знаете, какая маленькая. Иду на завод. В то время большие сапоги, варежки. Да, там морозы-то какие были сильные. Я иду, шмыгаю, проходной зайду и говорят, куда ребенок идет? В 1943 году Анастасия Васильевна, школьница-семиклассница, оставила учебу и пошла рабочим на Ульяновский патронный завод. Свой первый день в цехе помнит до сих пор. Улица, лес, все, в лес, плуга там, и вдруг прийти, такой как туннель какая, цех открыл, цех со всех сторон станки, а тут одна дорога, все. Конечно, было ужасно. Их было немало. Тыловые герои, юные стахановцы, им доверили серьезное стратегическое производство. Наравне со взрослыми смены по 12 часов. Вместо выходного – пересменка. Пешком на работу и с работы. День, ночь, зима, лето. Тяжелые будни военного детства приучали к ответственности и требовали дисциплины. Многие мои сверстники не держали, уходили, сбегали. В то время за прогул давали, значит, лишали карточкой на месяц. Все сестры и брат Анастасии Васильевны в военные годы встали к станку. Норма хлеба для рабочих была выше – 700 граммов по карточке. Правда, очередь получить заветный кусочек доходила не всегда. Несмелая хрупкая девочка из деревни не могла подчас и удержаться в людском потоке. И когда, значит, не получишь кусочек хлеба, если не досталось тебе, придешь на работу, давали, между прочим, карточку покажешь, какую тебе дадут. Тебе ложку каши в какой-нибудь манной на воде, на картонку. Картонка, круг большой, оторвешь коробку, так картонку, уголок. Тебе ложечку каши. Это ты не получила хлеб. Ты не получила на эту карточку, тебе вот эту кашку маленького ложат. И опять за работу, опять за станок. Многие мои сверстники не держали, уходили, сбегали. В то время за прогул давали, значит, лишали карточкой на месяц. Все, кто плечом к плечу ковал в тылу победу, держали свой строй и поддерживали друг друга. Мы были одной семьей, вспоминает Анастасия Васильевна. Каждый готов был прийти на помощь, будто бы самые злые годы вселили в людей добро, любовь и человечность. После войны Анастасия Васильевна осталась на заводе. Встретила будущего супруга, он работал в соседнем цехе. Большая семья, 2 сына, 3 внука и 4 правнука. За хрупкими плечами более 40 лет добросовестного труда. Своими детскими руками Анастасия Васильевна внесла вклад в великую победу. С работы смена шла сюда на работу, а мы шли на работу, и это столкнулась эта улица, эта вся площадь вся столкнулась. Передавали, все плакали, все радовались, обнимались.